Ассаламу алейкум. Этот эфир предназначен для некоторых чеченских и ингушских нациков, которые воюют в интернете и не могут определиться, чей Датых, чей Слепцовск, чей Малгобек, Датых наш, Слепцовск наш и так далее. Я вам сейчас в течение вальса докажу, что вам уже давным-давно ничего не принадлежит. По крайней мере в лоне империи. Кавказ покорен, но не покорены сердца кавказцев. Наши сердца, да, не покорены, но Кавказ покорен. Также я докажу осетинам, что нету никакого Тарского, нету никакой Сунжи, и те земли, на которых вы живете, являются ингушскими. Что нету этих сел, вы их переименовали, что они были наши, до того, как вы заселились туда. Итак, начнем наш вальс. С начала завоевания Кавказа России не раз ставился вопрос о выселении ингушей, как и других горцев с Кавказа. Еще в 1806 году на имя императора Александра I подал записку коллежский асессор Лафицкий, служащий русской администрации в Грузии, замечание о Грузии, в которой он предлагал выселить ингушей и чеченцев во внутренние районы России. В своей записке Лафицкий пишет: чеченцев же и ингушевцев весьма было бы полезно выселить вовсе из ущельев настоящего их жительства на другие пустопорожние российские земли, ибо народы сии по закоренелости и разбойничестве ничем уняты быть не могут, как или истреблением вовсе нации тех, или выводом на другие земли. Земли же, лежащие между рекой Малкою и Терком, населить природными россиянами. Поскольку те земли наивыгоднейшие для земледелия, скотоводства и других заведений, при хорошем климате, коими без пользы для человечества доселе владеют онные хищные звери. Один из руководителей декабристов П.И. Пестель в своей «Русской правде», принятой в 1823 году на съезде руководителей декабристов, за основу будущего Конституции России предлагал разделить все сии кавказские народы на два разряда – мирные и буйные. Первых оставить в жилищах и дать им российское правление и устройство, а вторых силой переселить во внутренность России, раздробить их мелкими количествами по всем русским властям, завести в Кавказской земле русские селения и сим русским переселенцам разделить все земли, отнятые у прежних буйных жителей, дабы сим способом изгладить на Кавказе даже все признаки прежних его обитателей и обратить сей край в спокойную и благоустроенную область русскую. В 1858 году русской военной администрацией был разработан проект переселения мирных горцев, в первую очередь ингушей и чеченцев, на Дон. Но Назрановское восстание, вспыхнувшее в том же году, заставило русское правительство отказаться от этого плана. После взятия Шамиля и окончания войны на северо-восточном Кавказе в 1859 году Россия приступила к политике создания казачьих станиц на месте горских селений. Эта политика ярко выражена в словах: «Мы по необходимости прибегали к коренной русской исторической системе заселения окраин государства казаками». В записке генерала-адъютанта Граббе о мерах по покорению ингушей говорится: для утверждения здесь русского владычества представляется два средства. Первое – поселение казачьих станиц на Сунже. И второе – возведение укрепления при главных выходах из гор. Казачьи станицы могут быть устроены на следующих местах. Первое – 2 на левом берегу Сунжи между крепостью Грозная и укреплением Амахан-Юрт. Вторая – 5 на том же берегу между крепостью Грозной и аулом Казах-Кичу. 2 на правом берегу Сунжи выше Казах-Кичу. 2 на левом берегу реки Асы, ниже впадения в нее реки Алгус-Али, всего 11 станиц. В каждой станице должно проживать 200 семей. Таким образом, указанное пространство заселится 2200 семьями. Выселить такое количество людей с Кавказской линии значило бы слишком ослабить здешнее казачье войско, которое в то же время должно
перевести на Лабу около 2800 семей. А потому для образования Сунжинской линии средства Кавказа недостаточно, и необходимо выслать по крайней мере часть требуемого числа переселенцев из Донского войска. Первые казачьи станицы на территории Ингушетии были основаны в 1845 году. Станица Троицкая на месте ингушского селения Эбергюрт и станица Сунжинская, переименованная в столицу Слепцовская в 1851 году на месте селения Курай-Юрт. В 1847 году на Терском хребте на месте ингушского селения Мухаммади-Хити была основана станица Вознесеновская. Командующий левым крылом Кавказской линии генерал-адъютант Евдокимов в записке от 14 августа 1860 года, направленной начальнику главного штаба Кавказской армии генералу-адъютанту Милютину, пишет: Владикавказскую станицу я полагал бы выселить всю целиком, будущей весною в Тарскую долину, переселив жителей последней на свободные земли в Малой Кабарде. Меру эту я считаю совершенно необходимой для обеспечения областного города Владикавказа. А поводом к переселению тарцев могут служить хищничества, бывшие в последнее время в окрестностях Владикавказа, которые не могли быть произведены без содействия жителей Тарской долины. Усилить русское народовластие в Асиновском ущелье я считаю также совершенно необходимым. Вместо увеличения числа дворов в водворенных уже станицах лучше между станицами Галашевской и Алкуновской водворить новую станицу в 125 дворов на месте бывшего аула Мужич. Народонаселение Датыхской станицы я полагаю возможным покуда не увеличивать. В письме от 4 ноября 1860 года Евдокимов пишет: Галгаевскому народу также предназначено переселение, и потом объявление прокламации галгаевцам должно быть отложено до окончательного заселения ими новых мест для своего водворения. В 1860 году на месте древних ингушских селений Ангушт и Ахки-Юрт была основана станица Тарская и Сунжинская. В декабре 1860 года наместником Кавказа Барятинским получено разрешение Александра II на устройство станиц Невсеровской, которая была основана в следующем 1861 году на месте ингушского селения Пожар-Юрт. В 1859 году на месте селения Илдар-Гала была основана станица Карабулакская. В 1860 году на месте селения Алхасти была основана станица Фельдмаршалская. В 1861 году на месте селения Ахкборзе станица Асиновская. В 1861 году на месте селения Таузенюрт станица Воронцова-Дашковская. В 1867 году на месте селения Шолхи хутор Тарские. Также выселены жители селения, расположенных на Фортанге и Асе. Галашки, Мужичи, Датых, и на их месте основаны станицы Галашевская, Датыхская и хутор Мужичи. Позднее казаки последних трех столиц выселились из-за непригодности земель для обработки, но земли и лес оставался собственностью Терского казачьего войска до 1918 года. Начальник военно-осетинского округа полковник Муса Кандухов писал генералу-адъютанту Евдокимову: после описанного переселения в ущелье по Фортанге, Асе, Сунже, Камбелеевке мелких хуторов и жителей никого не осталось. И дело это, к моему удовольствию, я считаю совершенно конченным. По ущельям рек Камбелеевки, Сунже, Ассы и Фортанге горцы всегда связывались с равнинными районами, других дорог не существовало. Казачьи станицы были основаны по всему периметру Ингушетии.
Ингуши, жившие в селениях, расположенных к востоку от реки Фортанги, Евлоевы, Вадельговы, Оздоевы, Тунгоевы, Цычуевы, Галаевы, Мержоевы и другие, жившие в населенных пунктах на территории современного Очко-и-Мартановского района, в результате искусственного отделения от основной части народа с течением времени растворились чеченцами. Ингуши оказались в экономической зависимости от казаков, запертыми в горах и обреченными на тяжелое нищенское существование. Казачьим станицам были переданы плодородные земли, и в последующие десятилетия, вплоть до революции 1917 года и гражданской войны, земельный вопрос являлся для Ингушетии наиболее актуальным. По данным 1873 года, земельные наделы в десятинах на душу населения в Терской области распределялись на равнинах следующим образом. Терские казаки 21,3, кабардинцы 8,37, осетины 5,3, ингуши 4,3, чеченцы 4,11. В Горной Ингушетии на душу приходилось всего по 1,6 десятины земли. В 1868 году Н. Гробовский писал: «Человеку первый раз, попавшему в горы, придется бесконечно удивляться тем нечеловеческим условиям, которые употребляет горец для того, чтобы находящиеся в его распоряжении скудные клочки земли служили ему подмогой в средствах для жизни». В мае 1988 года по просьбе грузинских князей были выселены ингуши из села Гелатия, расположенная на военно-грузинской дороге и входящего в состав Тифлисской губернии. В селе был 51 двор ингушей. Гвелетинцы в количестве 329 человек были выселены в разные селения Ахалцихского и Ахалкалакского уездов Грузии, по 2-3 семьи в каждое селение. К моменту выселения Гвелетия было единственным селом на военно-грузинской дороге, в котором еще проживали ингуши, то есть из других они были выселены еще раньше, в частности в 1865 году. Хаматхановы и Дударовы были выселены из села Длинная долина еще раньше. В 1851 году были выселены ингуши, жители села Тимуркова, располагавшегося вблизи крепости Владикавказ. В 1896 году гвелетинцы получили разрешение переселиться в Ингушетию, Терскую область, но с условием, что в каждом селении будет не более 2-3 семьи. Итак, я думаю, что тот материал, который я вам прочитал, убедителен для того, чтобы вы поняли, что в лоне империи вам уже давным-давно ничего не принадлежит. Прекратите спорить и прекратите делить то, что вам не принадлежит. Вам все это, нам все это, прошу прощения, нам все это не принадлежит уже давным-давно. Кавказ покорен, не покорен.